Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной. По данным Управления Роспотребнадзора, на настоящий момент выявлено 30 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом за сутки в городе Якутске зарегистрировано 20 новых случаев. Необходимо обратить внимание на выявленные случаи в Чурапчинском улусе, в котором за последние сутки выявлено 5 новых случаев, для которых характерно выявление в 6 населенных пунктах Чурапчинского улуса. В связи с чем соответствующие задачи по усилению, особенно сейчас в предканикулярное время, поставлены перед оперативными штабами именно Чурапчинского района. 2 случая выявлено в Мирнинском районе и по одному случаю в Вилюйском, Горном и Нерюнгринском районе. На настоящий момент за сутки было проведено 870 исследований. Всего с начала пандемии в республике проведено 987, 281 тест на новую коронавирусную инфекцию, лабораториями, которые работают в Министерстве здравоохранения, а также лабораториями Управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Необходимо обратить внимание на, как я уже сказала, осложнение ситуации в Чурапчинском, Вилюйском районах, в которых также есть, а также в Горном районе, в котором есть семейные группы, семейные контакты. И сегодня вновь у нас стали появляться завозные случаи, связанные с тем, что приезжают лица из других субъектов Российской Федерации. И, соответственно, еще раз обращаю внимание и жителей республики, и руководителей оперативных штабов на необходимость соблюдения мер и добровольной самоизоляции, и мер сохранения вокруг себя людей для того, чтобы не распространять инфекцию. На настоящий момент в республике продолжается вакцинирование населения. На 15 марта из поступившей в республике вакцину использовано 98,6% от поступившей вакцину республики. Завтра, 16 марта, мы ждем новую информацию по поступлению новой партии вакцины и, соответственно, все наши соответствующие медицинские пункты, запись продолжается, готовы к тому, чтобы проводить вакцинирование в централизованном порядке. Приоритет при вакцинировании также будет отдаваться пожилым гражданам. Сегодня главой Республики Саха-Якутия будет объявлено о продолжении режима повышенной готовности до 31 марта 2021 года. При этом, исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, проведено ряд мероприятий, которые привели к тому, что мы сегодня, соответственно, указом главы, подготовили предложения, по которым разрешается проведение основных республиканских мероприятий и мероприятий муниципальных образований, конференций, форумов, культурных и просветительских мероприятий по согласованию с республиканским оперштабом. Согласование с республиканским оперштабом требует каждое проводимое мероприятие по ходатайству районных оперативных штабов с определением как соблюдения мер санитарно-эпидемиологических позиций, так и количества участников в зависимости от площадки и санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, принято решение об увеличении загрузки зрительных залов до 75% в кинотеатрах, в театрах и в концертных организациях. Ситуация, которая у нас на настоящий момент существует, показывает, что практически все учреждения продолжают и соблюдают достаточно четко режим, непосредственно который дезинфекции предусматривается для них, поэтому, соответственно, и предложено увеличить количество до 75%. Ну и кроме того, разрешается деятельность парков культуры и отдыха и аттракционов. Необходимо обратить внимание, что отменяется требование о закрытии объектов для проведения генеральной санитарной уборки помещений. При этом организации обязаны проводить их еженедельно в удобное для них время. Мера, которая была направлена на
генеральную санитарную уборку помещений, закрытие самих учреждений, закрытие объектов, торговых учреждений, конечно же, дала нам возможность прежде всего и снизить, и порог заболеваемости, и, соответственно, дала возможность не распространять инфекцию. Поэтому, несмотря на то, что дни четко будут не определены указом главы Республики Саха-Якутия, необходимо обратить внимание на то, что генеральная уборка и дезинфекция должна в обязательном порядке проводиться. Только что закончился республиканский оперативный штаб под руководством главы Республики Саха-Якутия, на котором поставлены в том числе ряд задач, связанные с обеспечением дезинфекции школьных пространств как до каникулярного времени, так и после каникулярного времени, особенно тогда, когда школьное пространство используется для проведения избирательной кампании на территории нашей республики. Ольга Валерьевна, спасибо большое.